На юге республики посевная близится к завершению, на севере полным ходом начинается. В этом году аграрии увеличили в разы площади однолетних и многолетних трав, чтобы обеспечить хозяйство своим кормом. До этого много лет поля бесхозно простаивали, из 330 тысяч гектаров угодий использовались лишь 58. В Коми 13 государственных и почти 500 частных и фермерских хозяйств. Несмотря на все сложности со сбытом и переработкой продукции, в прошлом году лишь 3 хозяйства прекратили свою работу. О будущем продовольственном обеспечении с журналистами поделился министр сельского хозяйства Коми. Татьяна Супряткина внимательно выслушала, чем аграрии обеспечат уже этой зимой жителей республики. Работа на полях идет полным ходом. Аграрии ловят каждый теплый день. На севере погода может в любой момент резко смениться. С семенами проблем нет. В этом году впервые выплатили аванс на закупку необходимых саженцев. Но при условии, что хозяйство увеличит посевные площади. Высадили картошку и другие овощи дополнительно на 20 гектарах. Чтобы осенью не возникло проблем со сбытом, рассматривается вариант заключения договоров с поставками бюджетной организации. В планах это есть. Картофель мы должны обеспечить себя сами. А сможем ли мы это достичь, наверное, будет правильнее подвести итоги осенью. Сейчас только посадки идут. Но в планах мы можем себя обеспечить картофелем. Что касается других культур, то никогда, республика полностью себя не обеспечивала молоком. Никогда не обеспечивала мясом, никогда не обеспечивала яйцом. Что касается овощных культур, то только тех, которые здесь культивировались. Площади увеличили, а значит, нагрузка на технику стала в разы выше, а с запчастями пока возникают проблемы. Поставки нужных деталей задерживаются. Чтобы техника не встала, хозяйство оперативно решает вопросы замены импортных комплектующих на отечественные. Учитывая эти сложности, правительство региона в рамках антикризисных мер буквально на днях решило выделить дополнительно 30 миллионов рублей на приобретение новой техники в лизинг. Вот эти 30 миллионов рублей должны быть потрачены специализированно на эту технику. Мы предполагаем, что около 20 хозяйств сумеют воспользоваться этой помощью. И самый большой плюс вот этой антикризисной меры не в том, что выделены деньги на лизинг, это делалось регулярно, а в том, что хозяйства, получив технику, не потратят ни одного рубля своих средств на первом этапе. Весь первоначальный взнос будет возмещен специальными субсидиями из республиканского бюджета. Помидорами, огурцами республика может себя практически полностью прокормить. 2 тепличных комплекса круглогодично выращивают эти овощи. Но если продукция совхоза «Пригородный» представлена на наших прилавках, то томаты, огурцы Сосногорского комплекса в регионе не найти. Собственник, создавая огромный комплекс, не обдумал заранее ни открытие своих точек, ни логистические пути в регионе. А ведь именно северные районы планировалось обеспечить своей свежей продукцией. Об этом заявляли инвесторы и собственники комплекса. Но сегодня овощи продаются лишь в соседних регионах, а у комплекса огромные долги по кредитам, взятых на строительство. Экономика предприятия сегодня отрицательная. Но она находится в том положении, когда ей надо возвращать полученные кредиты на строительство теплиц. И именно необходимость обслуживать вот эти кредиты сегодня и делает предприятие с отрицательной рентабельностью. А вот с точки основного производства, с точки зрения основного производства, там неплохо. Собственник тепличного комплекса обратился за помощью к республике, чтобы помогли с погашением долгов по займам. Но совсем непонятно, в каком нормативно-правовом русле это можно сделать. На следующей неделе представители ведомства выйдут в Сосногорск, чтобы ознакомиться с делами на предприятии и обсудить дальнейшие шаги. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.